Zaman xeyir olsun saygılı seyirciler. Efirimizde gün gündem programımız. Bugün bizde misafirlikte bulunur Mariya Marunevich'in adına bilim merkezin uzmanı Vitaliy Boykov. Zaman xeyir olsun. İsterim söylemeni bugün bizim programımıza adırız bir talantlı bir bilim adamına, bizim Gagauzya dini Protoiarey Mikhail Çekir'e. Çünkü bu adam bıraktı kendi ardına çok iz, çok işleri, anılarını bugün de kullanırız. Gagauzlara dini Mikhail Çekir değil sadece din insanı, angısı Pravoslav dinine hizmet etti ama aydınlatıcı da. Angısı bütün yaşamasını bağladı Gagauz halkına hizmet ederek. Bilim merkezimiz de bu orta çöküşleri geçirir. Tipardan çıkardığı pek çok yat anılarında anladılar bu diyeceğiz Çekir rodun историясы için, yaşaması için. Виталий Евгеньевич, скажите, пожалуйста, кто для гагаузского народа Михаил Чекир? Добрый день, уважаемые телезрители. Zaman xeyir olsun. Хочу начать с того, что в истории каждой нации, каждого народа есть ключевые фигуры, без которых эта история была бы пустой или невозможной. И, пожалуй, Михаил Чекир является именно такой фигурой для гагаузского народа. Портреты, изображения, высказывания выдающихся национальных деятелей всегда запечатляют на реверсах монет, на официальных портретах, на государственных учреждениях. Михаил Чекир является тем человеком, который достоин того, чтобы гагаузы запечатляли его в памятных местах, помнили о нем, изучали его творчество и поддержали то знамя просвещения, которое он поднял в XIX столетии, в начале XX века. Хочется отметить, что в целом род Михаила Чекир, который связан напрямую с тем периодом, когда происходит массовое переселение предков современных гагаузов, задунайских колонистов, переселенцев с территории Балкан, Болгарии, Румынии, сюда, на юг Бессарабии, в Буджак. Вот уже с того периода мы точно знаем, что имя Чекиров, священнослужителей Чекир, связано напрямую с этими процессами, связано напрямую с историей, с судьбой гагаузов, переехавших в Бессарабию в 18, 19, 20 веках. Ну, в 20 веках этот процесс носит, как говорится, сегментарный характер, а именно мы говорим сейчас о заселении Буджака и юга Бессарабии предками современных гагаузов, живущих на территории Молдовы, обретших здесь свою новую историческую малую родину, вместе, которая стала родиной и для другого братского поверья народа, молдавского народа. Это мы говорим о Республике Молдова и о ТО Гагаузии. Род Михаила Чекир уже в XIX столетии дал много выдающихся представителей. Это были люди, которые посвятили себя священию церкви, священию истинам и заповедям христианства, посвятили себя государственной службе. И вот, как я уже говорил, вот эта выдающаяся фамилия, гагаузская фамилия Чекир, она известна была на территории как Бессарабии, так и соседней Украины. Это были государственные служащие, священнослужители, творческие люди. Число этих людей превышает не один десяток человек, которые запечатлены в аналах истории региональной, краевой, национальной истории. Михаил Чекир стал, пожалуй, самым выдающимся представителем семейства Чекир и достойно занял место духовного лидера гагаузского народа. Если посмотреть на ход истории других народов и на ход истории с высоты прожитых лет, ход истории гагаузского народа, то мы удивляемся и понимаем, что действительно выдающиеся великие люди, они велики и выдающиеся во многом, если не сказать, что во всем. Последние изучения деятельности и наследия Чекира подтверждают это. Действительно, в конце 19-го, начале 20-го столетия с именем Михаила Чекира, историки это уже подтверждают в многочисленных трудах, статьях, изданных работах, многочисленных конференциях, было ознаменовано
таким, знаете, возрождением гагаузскости в традициях священнослужения, в традициях общения между людьми на юге Бессарабии и соседней Украины. По инициативе Михаила Чекера в начале 20-го столетия разрешают в приходах Бессарабии читать проповеди священникам, некоторые проповеди и требы на языке прихожан. Изначально это были молдаване. Михаил Чекер в 1903 году, насколько не изменяет память... Получил разрешение? Нет, он получил разрешение позже. Он в 1903 году сначала становится автором и публикует русско-молдавский разговорник для бессарабцев. Виталий Евгеньевич, давайте посмотрим. Я подготовила небольшой сюжет. Да, конечно. Чуть-чуть о нем, о его трудах. Конечно, конечно. Михаил Михайлович Чекер носил фамилию, довольно известную того времени. Из этой фамилии на XIX век насчитывалось около 20 представителей служителей церкви. Среди них были священники, диакона, псаломщики, пономари. Михаил Чекер родился в 1861 году в Чедорлунге в семье дьяка. Окончил Кишиневскую духовную семинарию, затем стал преподавать в Кишиневском мужском духовном училище. В 1896 году священнослужитель обратился в Министерство народного просвещения Российской империи с просьбой о разрешении печатания книг на молдавском языке. В 1904 году Михаил Чекер обратился в Синод за разрешением на выпуск религиозной литературы на гагаузском языке, после чего уже в 1907 году выпустил в переводе на гагаузский язык отрывки из Ветхого Завета, Богослужебное Евангелие и Евангелие от Матвея. Параллельно просветитель стал инициатором выпуска первой газеты на гагаузском языке «Хакикатен Сеси». В 1934 году на гагаузском языке вышла книга Чекера «История бессарабских гагаузов», а через 2 года его работа «Свадебные обряды гагаузов». В этих 2 книгах Михаил Чекер выступил в качестве этнографа. В 1938 году в его редакции вышел гагаузско-румынский словарь. В одной из последних записей в этом словаре им составлено: это нужный словарь должен находиться в каждом доме, чтобы каждому поколению гагаузов было легче изучать румынский язык. Пришло время, когда и гагаузы должны стать грамотными, сознательно приобщаясь к миру прекрасного, чтобы не отставать от других народов. Протоиерей Михаил Чекер скончался после недолгой болезни в 1938 году. С 2012 года, в день рождения Михаила Чекера, в Гагаузии отмечается День родного языка. Михаил Чекер умер 8 сентября 1938 года. Протоиерей Михаил Чекер – кавалер ордена Святой Анны и императора Александра II, которые давали право на дворянское звание, а также кавалер ордена Стяуа Романии в 1931 году по случаю 70-летия со дня его рождения и 50-летия религиозно-просветительской деятельности. Место погребения протоиерея Михаила Чекера долгое время было неизвестным. Многие выдающиеся люди, историки Гагаузии, искали его: Степан Куроглу, Тодор Занец, Степан Булгар, Дионисий Танасоглу и другие. Последний в одном школьном учебнике, автором которого он является, писал: «В церкви, где он нес свое пасторское служение, его могила и находится». Мы чуть-чуть узнали больше, о том, чем... что... Да, благодаря современным технологиям можно в короткий промежуток времени выложить больше информации, с чем вы справились. Поздравляю вас. Спасибо за такой познавательно-просветительский фильм о Михаиле Чекере. И вернусь уже через призму освещенной информации. Вернусь к вопросу о том, насколько значима, велика для гагаузов, и не только гагаузов, личность, фигура Михаила Чекера. Действительно, ведь мы, когда говорим о Михаиле Чекере, сегодня мы принято говорить, и это принимают и наши молдавские коллеги, это просветитель молдавского и гагаузского народов. Да. Именно поэтому я хотел начать с того, что в 1903 году он инициирует идею о написании русско-молдавского разговорника. Это не академический в плане современного понимания этого слова словарь, но это словарь актуальный для жителей того времени, потому что не все жители сельской местности владели в достаточной степени русским языком. И очень часто это языковое непонимание было барьером в общении между людьми, в развитии. И Михаил Чекер, увидев все это,
сделал вклад в развитие молдавского народа сначала. Получив все, как говорится, карт-бланши со стороны руководства в отношении этого начинания, Михаил Чекир переносит эти начинания и на свой родной народ. Он не мог поставить сначала вопрос о гагаузах, о которых тогда мало знало его руководство. А сначала подошел издалека, он начал с оказания помощи, поддержки потихонечку, да, сначала молдавскому народу, а затем обращает взоры правящих династий, элит на гагаузский вопрос. И действительно, как уже прозвучало в фильме информация, в 1907 году Михаил Чекир получает разрешение на то, чтобы начать деятельность по написанию священных текстов на гагаузском языке, по служению в храмах на гагаузском языке и ведению некоторых ритуалов, которые называются по-своему в церковном, как говорится, словаре, требы оно называется. То есть это когда освящают дом, проводят поминовение усопших. Да. И вот эти требы можно было вести, благодаря инициативе Михаила Чекира, разрешалось вести на гагаузском языке. Я уже говорил, что представители рода Чекир, очень много священнослужителей, которые вели службы и в соседних регионах с нами. В результате, получается, благодаря Михаилу Чекиру, они получили возможность вести на гагаузском служение и в других районах, соседствующих с районами компактного проживания гагаузов на территории Бессарабии, современной Молдовы. Получив такую вот возможность, Михаил Чекир не останавливается на достигнутом. Он продолжает активно участвовать не только в, как говорится, в вопросах просвещения гагаузов. Он активно участвует в общественной жизни региона и страны. Он принимает участие в политической жизни. Он принимает участие в выработке политик просвещения, то есть в образовательных вопросах. Участвует в разработках программ для методичек для учебных заведений на территории Бессарабии. То есть те процессы, которые имели место в конце 19-го, начале 20 веков, они актуальны и сегодня. Сегодня нечто подобное происходит тоже, мы видим, в сфере образования, конечно, когда встают вопросы о том, какие куррикулумы должны быть утверждены для нашего региона, где проживают компактно представители гагаузской национальности. Вот эти все вопросы повторяются, как говорится, на новом витке истории. И история циклична. Да, получается, что Михаил Чекир уже тогда предвкушал те вопросы, которые требуют решения. Единственная разница в чем, что, наверное, Михаил Чекир все-таки был личностью, фигурой громадного масштаба, и единомышленников под стать ему не было практически. То есть выходцев из гагаузского народа, единомышленников с молдавской среды, украинцев, русских, были те, кто разделял его политические позиции, разделял его взгляды на общественное устройство. Но именно гагаузскости здесь, конечно, он был один, и он выглядит действительно, почему его сравнивать надо с знаменем гагаузского просвещения, потому что он был один, он был на виду и развивался как знамя. Вот эти труды, работы Михаила Чекира привели к тому, что он заложил такой богатый фундамент своего наследия для будущих поколений, что мы только сегодня удивляемся, познавая новое о нем. В частности, мы и раньше знали, что Михаил Чекир принимал участие в различных государственных комиссиях по образованию, в различных заседаниях правительства Бессарабии, представлял нашу целую страну, тогда Бессарабию, на общероссийском уровне. Все это мы узнаем благодаря статьям, которые находят наши исследователи в старой прессе, в архивах, материалах. И вот тут мы потихонечку удивились. Казалось бы, что можно найти? Уже все читано, перечитано. И здесь, благодаря тому, что есть у нас еще энтузиасты, есть люди, которые являются гагаузоведами, профессионалами высокого уровня, окунулись с головой в архивную работу и нашли множество источников, которые до сих пор были неизвестны общественности. Они пылились в архивах, но представлены вниманию массового читателя не были. И вот благодаря деятельности сотрудников научно-исследовательского центра, ученых, таких как Виталий Иванович Сырф, Иван Доминика, Степан Булгар, вот этих деятелей, исследователей, на свет появляются буквально недавно вот такие две книги, которые включают в себя
ранее не издававшиеся материалы, опубликованные. Сначала мы нашли их в журнале «Вятца Бессарабии». Да. Это журнал, выходивший регулярно в конце 19-го, начале 20 веков на территории нашего региона. И затем нашли еще его статьи в Кишиневских епархиальных ведомостях. Да. Следует помнить, что тогда, в те времена, церковь была сосредоточением просвещения, сосредоточением знаний, научности. И потому что все священнослужители, как правило, были люди образованные, а некоторые глубоко образованные. Поэтому, конечно же, обратив внимание на эти архивы, нашли новые статьи, работы Михаила Чекера, статьи, работы о нем, которые освещают его с той стороны, с которой мы его не знаем, как политического деятеля, не просто общественного деятеля, сторонника и защитника гагаузского народа, но и политического деятеля, стоявшего вровень с выдающимися представителями политической и общественной жизни Бессарабии и Молдовы в период начала 20-го и межвоенный период, вплоть до конца своих дней, до 1938 года. Это период, когда территория нашей страны входила в состав Румынского королевства. Михаил Чекир продолжал свою деятельность по развитию, изучению истории гагаузского народа. Он был, я так понимаю, непрофессиональным исследователем, но оценить значимость его работ, которые касаются истории, традиций гагаузов, смогли буквально можем, сегодня. Потому что они содержат интересный фактический материал. Мы можем сказать, что Машков, Валентин Машков, он был профессиональным этнографом, он приезжал в Гагаузию, жил в селах, освещал быт, традиции нашего народа. А Чекир, он действительно... Почему мы говорим просветитель? Потому что он открыл дорогу изучению нашего языка, изучению, дал возможность нашему народу приобщиться к религии, читать, использовать свой язык не только в быту, но и уже и в общественной жизни. Вы совершенно верно, вот, как говорится, интуитивно нащупали эту нить, которая позволяет благодаря этим словам проследить вот эту связь поколений, эпох в деятельности Чекера. Скажу более, что вы упомянули Михаила Валентина Машкова. Надо понимать, что наука, занимающаяся изучением истории, культуры, традиций гагаузского народа, она молода. И она опирается на работы основоположников, которых тоже единицы. Это Валентин Машков, это Константин Иричек, это прежде всего наш просветитель, выдающийся деятель и сын гагаузского народа Михаил Чекир. И понятно, что Михаилу Чекиру тогда, будучи в одиночестве, тяжело было академическим образом изучать историю своего народа и вести гагаузоведническую деятельность, именно как научно-гагаузоведническую деятельность в те времена. И он полагался только на опыт других коллег из-за рубежа, изучающих историю других малых народов. И ориентировался на уровень своей образованности и того, что он мог ориентироваться. Это сегодня мы имеем возможность сравнить, узнать, проконсультироваться. А тогда это было гораздо сложно. И, конечно же, Михаил Чекир проделал огромную работу, которая сегодня является предметом изучения истории гагаузского народа и предметом изучения гагаузоведения. Более того, научно-исследовательский центр, это, если, например, другие народы имеют свои национальные, исторические, культурные центры в достаточном количестве, то профессионально изучающие историю, культуру, традиции гагаузского народа в мире только НИЦ имени Маруневича. Да, можно сказать, что он оставил огромный пласт для наших будущих, вот, как вы сказали, Мария Васильевна Маруневич. Исследователи. Другие историки. Я знаю, что историю гагаузов изучают не только местные историки, но и болгарские историки. Российские, украинские. Да, из зарубежных стран. Мы турецкие тоже, коллеги подключаются. Да, Мария Васильевна преподавала у нас историю гагаузов, и мы знакомились с теми тоже историками из Болгарии, другими, которые... Но многие историки трактуют эту историю по-своему. Но Михаил Чекир, мы уже, как сказали, он был не профессиональным исследователем, но все же он оставил тот пласт, который мы сегодня используем, берем как за основу иногда. Да, более того, вот эти исследования, которые отражены в наших работах, да, ну, это вот изданная уже известная история, о которой сегодня говорилось, гагаузов Бессарабии на гагаузском языке. Это исследование деятельности и наследия Чекера в области лингвистики гагаузской. Авторы Октавиан Мошин и Виктор Капущу, известные нам личности. Более скажу, что Октавиан Мошин – это священнослужитель молдавской митрополии, который сейчас является настоятелем
основателем храма, церкви, прихода Сретения Господня в городе Кишинево, где 35 лет прослужил Михаил Чекир. И мы, научно-исследовательский центр «Автономия», считая необходимым и своим долгом поддерживать память о нем, в начале 20-х годов провели там ряд мероприятий в этом храме на территории Молдавского госуниверситета и открыли памятный уголок, памятные стенды, посвященные Михаилу Чекиру в актовом зале этого храма. Более того, Михаил Чекир, труды, которые были изданы, не столь многочисленны, а работы о нем, вот как видите, они множатся и множатся по праву. Они изучают его как исследователи в области лингвистики, этнографии, истории. Ну, потому что человек разносторонний. Разносторонний, Кроме да. того, что мы его считаем как бы религиозным деятелем, он, вот как и вы сказали, что крутился в высших кругах, можем сказать, что его уважали, он был почитаемым человеком, его мнением считались. Да, если ему давали разрешение, в то время, наверное, сложно было получить разрешение на издание той или иной литературы, Конечно. тем более на своем родном языке. Поэтому стоит только догадываться, сколько усилий и труда он вложил для этого. Скажу даже больше, чуть поправлю вас, не крутился, он крутил эти круги. Он подталкивал их к тому, чтобы они пошли на эти меры, и чтобы они предоставили возможность развиваться тем начинаниям, которые он предлагал. И почему именно личность Михаила Чекира заслуживает такого внимания со стороны потомков? Скажу, что сегодня он известен не только как ученый, но он продолжает оставаться личностью, которая способна объединить в сегодняшних условиях жителей региона, невзирая на национальную принадлежность. И ярким примером тому традиция, которую сегодня поддерживает Камрадское благочиние и научно-исследовательский центр, традиция проводить раз в 2 года просветительские православные чекировские чтения. Буквально в прошлом году состоялись 10-е православные чекировские чтения, которые вышли на республиканский и высоко международный уровень. Приняли участие в нем ученые национального уровня, гости из-за рубежа, которые изучают историю гагаузов и их культуру. Получило благословение это мероприятие со стороны лично митрополита и было проведено в главном конференц-зале Молдавской митрополии в городе Кишиневе. Еще добавлю, что в Четерлунге тоже уже который год проходит просветительский фестиваль Михаила Чекира. Я так понимаю, что с утра возлагают цветы к его памятнику, а потом наши коллективы православные, хоры и другие коллективы исполняют произведения. Это тоже движет нашу культуру, прививает нашей молодежи чтить тех людей, которые стояли у истоков, скажу, продвижения нашего народа среди других народностей. И ребята показывают, что наша передача подходит к концу, чтобы вы хотели, обратившись, сказать нашей молодежи, нашим людям, потому что таких личностей, как Михаил Чекир, у нас единицы. Да. Спасибо за эту возможность, спасибо, что пригласили научно-исследовательский центр на эту передачу в канун дня рождения Михаила Чекира. Хочу напоследок сказать одно, отметить, что необходимо не только молодежи, но и всем представителям разных возрастных категорий в нашем регионе, людям, которым не безразлична судьба гагаузского народа и его будущее, осознать одну простую вещь. Михаил Чекир один, он мечтал об этом, что будут проводиться фестивали на гагаузском языке, что будут создаваться в определенные дни праздники, посвященные письменности гагаузской письменности, которой тогда еще у гагауза как таковой не было. И сегодня будет просто непростительная ошибка, если мы это не осознав, пойдем, как говорится, не отреагируем должным образом на эту возможность. И сегодня, имея эту возможность, мы должны помнить о том, что когда-то их наши предки просто не имели. Сегодня мы эту прекрасную возможность имеем. И призываю всех, как говорится, отметить этот день различными культурными мероприятиями, которые будут проводиться на территории Гагаузии, приняв в них участие как зрители, как участники. И пожелать всем духовного роста в канун, тем более в Светлой Пасхе, мира и процветания. Спасибо. Виталий Евгеньевич, надеюсь, что ваши слова дойдут до наших телезрителей, и научный центр на этом останавливаться не будет, и мы будем находить все новые и новые интересные факты из его жизни, и будем это доносить до нашей общественности, до наших читателей. Дорогие телезрители,
Sevgili seyirciler, isterim söylemeyin, bizim programımız yaklaştı sonuna. Bugün bizde misafirlikte bulundu Mariya Marunevich'in adına bilim merkezin uzmanı Vitaliy Boykov. Allah ettik bugün bizim bir anılmış adam için, Mikhail Chekir için. Hangisi burada bir büyük, zengin iz bize değini, bizim gelecek evlat boylarımıza da sanırım hani biz de lazım unutalım o insanları. Çünkü unuttuğundan historiyamızı olmayacak bizim geleceğimiz. Gelen buluşmalardan.